Добрый день, уважаемый Петр Васильевич, уважаемые депутаты и уважаемые члены Общественно-консультативного совета. Так, я просто вот напомню, да, что компактные, мобильные, чуть ли не профессиональные парламенты Бурятии и Тувы, у Бурятии 31 там или 30 с чем-то, Бурятии 56, по-моему, депутатов, никто из них, значит, не выступил против, когда закрывали свой конституционный суд, и они практически единогласно голосовали против своих же конституционных судов в 2018 году. Теперь в том же году парламент Ингушетии, который состоит из 30, по-моему, депутатов, они проголосовали за перекройку границы. Перекройку границы, а потом, значит, это привело к тому, что Конституционный суд Ингушетии был вынужден выступить против этого. И к чему это привело? Привело фактически к конституционному кризису по всей России, изменении Конституции Республики вот в этой части, после которого мы сидим и, значит, говорим о том, что у нас Конституционного суда нет. Понимаете, идет подспудная борьба, очень такая тяжелая борьба политических сил на российском политическом поле. Так? Например, человек, который ратовал фактически за губернизацию республики в 2006 году, это Виктор Николаевич Тишаев, вы знаете, он сейчас, правда, сидит то ли в тюрьме, то ли на домашнем аресте. Это была с его стороны не шутка в 2006 году. Я не буду, конечно, пытаться рассказывать обо всем, что я, допустим, знаю и предполагаю, что происходит в последние годы. Ларионов совершенно прав, когда говорит, что цифра 70 – это выстраданная цифра. В 2010 году закон этот был принят, ограничивающий количество депутатов, значит, республик, там, значит, субъектов федерации. Взялись за контроль, за контролируемость. Вы знаете, что вот, допустим, у Тувы было 160 с лишним депутатов, сейчас, вот как мы говорим, 30 с чем-то. Так. Примерно столько же было в Башкортостане, в Татарстане. Ну, у нас, кстати говоря, вот это 70 депутатов было принято еще раньше. Так? И поэтому Республике Саха не приходилось, значит, закрывать, то есть сокращать количество депутатов. Вы знаете, вот от чего зависит, вот когда говорят, что мы принимаем хорошие законы. Да вспомните федеральный закон о недрах. В чем там была причина? Мы не могли ввести вот одну фразу в этом законе, это о соглашениях. Так? Это вот депутаты, которые были в 5-м созыве, хорошо помнят, как, значит, мы боролись, и это не получалось. Это вовсе не от количества зависело. Там хоть 100 профессионалов посади, они не смогли решить, так? Не смогли бы решить. И когда вот, значит, я вносил закон об ответственном недропользовании и получал отзывы от многих федеральных, значит, органов власти и так далее, и некоторые, которые здесь присутствуют, они тоже являются вот участниками вот этого закона, проекта закона, да, соавторами. Так? Там совершенно причина была в другом. Вот. И речь идет не о количестве. И вот когда мы сегодня Алексей Ильич правильно повторил, вот 16 заседаний это хватит для того,
для того, чтобы там мы догнали то, чего мы не догнали. Я не помню, на самом-то деле, ничего особо такого не происходило. Не происходило вот за 4 года, когда я, значит, был депутатом, что вот мы пропустили что-то и так далее. Так? Вот. На все самые злободневные проекты закона мы отвечали. Может быть, не хватало каких-то там формальных ответов и так далее. Так? И сегодня Алексей Ильич говорит, что вот 16 заседаний, и мы можем догнать, а ведь у нас же за каждый год это было по 9, 10, может быть 11 заседаний. А что, 16 нельзя, что ли, провести? При 70 можно провести. Вот. Имея хоть 19, хоть 18 вот, постоянников, депутатов. Так? И поэтому значит, в послании Ильдар-хана есть очень такое рациональное предложение, так? Вот, может быть, на сегодня это просто на руку власти, да? Но это на самом деле тоже отвечает чаяниям народа, так? 25% от партии, и тогда 75% от домодатников, так? Но при сохранении 70%. Тогда, значит, партийных будет 18, это отвечает 25%, а одномандатников будет 52. Вот это является в данном случае идеальным решением этого вопроса. Речь идет здесь не о том, что там эти депутаты, которые там властным образом избраны и пойдут лоббировать, вы здесь, Михаил Михайлович, не правы. 52 депутата, они будут зависеть от народа. И вот, значит, когда возникнут ситуации, которые были в Бурятии, в Туве и в Ингушетии, да и в других, тут, значит, депутаты, они больше будут зависеть от населения при своих решениях. Вот об этом идет речь. И поэтому сокращение количества депутатов это будет ударом по, значит, можно сказать, по государственной, в смысле политической безопасности республики. И к столетию мы можем подойти с парламентом, который не сможет защитить государственность, статус государственности, о котором мы вот 27-го скоро будем говорить, будем, значит, вспоминать Платона Юнского, Исидора Барахова, вот, Максима Амосова и так далее. И поэтому цифра 70, она должна быть обязательно сохранена. И вот эту ответственность депутаты 6-го созыва вы должны понимать. Спасибо за внимание.